большинство из вас здесь не знаю, но я старшая дочь Ирина Гунзова. Я самая старшая внучка. Наверное, здесь я не знаю моего дедушку как деятеля науки. Я знала, что он работал в университете, но мне не знаком он с такой стороны. Я знаю его как человека, который нас с Машей не заставлял крутить гайки, потому что нам это не нужно. Я знаю как человека, который брал нас на Волге, возил в деревню, и так как заднее сиденье у этой Волги такое пружинистое, и когда мы наскакивали на какую-то дикую кочку, мы так подпрыгивали с Машей и ударялись в потолок. Я всегда просила с Машей сделать это еще раз и еще раз, потому что это было круто. Я знаю его как человека, которым мы любили поспорить, потому что все-таки разрыв поколений, он все равно есть. Но он никогда не давил на то, чтобы его мнение преобладало над мнением моим, когда мне было 7, 9, 10, 12 лет. Я помню, как он целовал меня, а я всегда вытирала щеку, потому что у него такая колючая борода, и это было невозможно. И на всех видеокассетах, если просматривать с детства, я неосознанно всегда делала это движение. Я помню, как он нас спасал с Машей от большевиков и крапивы. Когда Маша обожглась, как мы ходили на речку, он учил нас задерживать дыхание, и мы с Машей тренировались каждый день. Я помню, как мы с Машей таскали котов в деревню. Он, возможно, даже знал, когда запрещала бабушка, но ничего нам не говорил. Как мы опасно прыгали с деревьев и с амбара в деревне. Он тоже все это видел, знал. Помню, как он много курил с бабушкой, а мы иногда тырили эти сигареты, но не курили. Ну, это уже другая история. Я помню, как мы с Машей очень много общались летом с ними, проводили очень много времени. И для меня это был человек в деревенской рубашке, закатанной вот тут, который рубил дрова, что-то постоянно делал. Мы сажали эту картошку, потом осенью выкапывали эту тонны картошки. Вот для меня он был другим человеком. Для меня он не был человеком, который внес какой-то вклад в культуру, Сыктывкарский государственный университет. Я его таким не знала. Я знала его как человек, который хотел все время путешествовать, который хотел, чтобы у нас все было хорошо. Я знала его как человека, который каждый день занимался с моим братом по 2 часа в день физикой. И в конце, когда мой брат поступил, он сказал, что ты преодолел это испытание, потому что все знали, что заниматься с дедушкой 2 часа в день с физикой, а дедушка был очень требовательный, это было очень тяжело. Я с дедушкой физикой не занималась. Физика мне не была интересна, но я разделяла и уважала его прошлое и то, чем он интересовался. Я очень благодарна за то, что у меня было такое детство, за то, что у меня есть воспоминания, когда мы проводили очень много времени вместе, а среди моих ровесников у большинства людей не было ни бабушек, ни дедушек. Поэтому эти воспоминания, они навсегда останутся в моей памяти. Я помню все те добрые слова, которые он мне говорил, и как он меня поддерживал. И я надеюсь, что он гордится нами, потому что я счастлива, что он всегда был моим дедушкой. Мой брат, к сожалению, сегодня не смог приехать. Он просил мне передать некоторые слова ему лично, но я это сделаю потом, шепну ему на ушко. Спасибо тебе большое, дедушка.